Рабочий день у разных людей начинается по-разному. У кого-то с нажатия кнопки на системном блоке компьютера, у кого-то с изучения истории болезни, у кого-то с ароматного запаха хлеба. Рабочий день главного редактора газеты «Удмурт» Дуни Зинаиды Рябининой начинается с 2 минут тишины перед многочасовой бурей событий. За эти 2 минуты она старается успеть создать образ сегодняшнего дня, который запланировала уже накануне. Каким он будет, что изменит в жизни своей и других людей, и самое главное, какой будет следующий выпуск газеты. Еще чуть-чуть, и волшебство этих мгновений рассеется. В проеме двери возникнет чей-нибудь силуэт. «Зинаида Кирилловна!» Сегодня такой остановки уже не будет. Мынам гурте, печино кыдёкын, пукшем сомалыкен улыге, угадишкылы картаос вылын, шуресюслен урцазыгес кылен. Мынам куртам, толзе шуреслуе, бусы шортилёгем балпытиос, инме жарыт толеш питрам бере, оти калго янгурчиш палесмуртиос. Сопытиос кужа гуштылыса, мон бертыли пиналдыр ям мырдем, корел чыншым, сеж омырен суралскыса, ой дыртыт яз, уязлымы пылын дерем. Али луинимону кыраштем, Начельскишко кыснын алейжын, но шуктыр я, сыча потебертем. Гурте, шаттонад мызмы мынечтым. Зинаида Кирилловна Рябинина родилась в деревне Килу-Дзюнья Селтинского района 26 февраля 1971 года. Детство – это собственная сказка каждого человека. Детство помнишь всегда и никогда не забудешь. И главную роль в детстве играет семья, любовь родных и близких людей. Даже крупная ваш пудошут, то есть мы все гурте войну. Дома куча вален мы где-то 12 километров шелтала. Мидориш потом. Гурте, аки, ой гурте вайса. Печи уродва, полный скраситин. Но марвурат краскашет сам. Чурану комкорка прямо гуни. Таре прямо гасо. Бабезе валайте. Мон на гурте васопна. Придется якийсь для нас. Жена мала чепури подчукона. Углюва вона, углю. Углю не потемес. Монна дорас пойса килкеса. Джутса дак мурзенен батишкал тиюва. Ожи потти. А мали зинаним пониде? Галяги понис. Ну, баджимес, мон понкува. Муса жена угерава. Батсами жинавала, тази каква е обичала сон. Сучия мараме двос, кой турашин машкоцо маложе понгочина. Озлума масуча узлуше. Пошел к жена пекать двозва, и жена пекать двошис. В детстве я была очень слабым, болезненным ребенком, и, наверное, не проходила полгода даже, чтобы я не оказалась в больнице или просто вот лежачей на кровати, да. Я не знаю откуда, почему это. И по этому поводу меня очень жалели. В детстве раннем это было очень приятно, потому что бабушка всегда рядом с тобой, сестры не обижали. Но когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что на самом деле это плохо жалеть себя. И тебе уже не нравится, когда тебя жалеют, потому что ты продолжаешь быть слабой. Когда я это поняла, а как я поняла? Меня начали обижать. То есть не то, что обижать, со мной перестали общаться, дружить девчонки, соседки. И я чувствую, что со мной, в общем-то, и не хотят играть особо. Я начала уходить в себя, смотришь, все равно хочется резвиться, похулиганить. И я, наверное, в какой-то момент перестала себя жалеть. И, кстати, я перестала болеть. Мне, наверное, повезло родиться в хорошей семье. То, что у нас было 5 детей, мы жили в достатке. И, естественно, это заслуга родителей, я считаю. Потому что я вспоминаю, как они работали.
У нас мама никогда не работала на одной работе. То есть она днем работала в магазине продавцом, вечером бежала на ферму ветеринаром, она подрабатывала. И было огромное хозяйство. Конечно, нам очень помогала бабушка. Держали по 2 коровы, там, свинюшки и так далее. И особая благодарность, то, что мне разрешали постоянно читать. Это такое счастье. Даже, вот сейчас даже у меня уже нет такой возможности. А тогда мама ездила в райцентр с отчетами за товаром, и она каждый раз привозила книжки. Вы представляете, не было понедельника, она обычно ездила по понедельникам, я это помню, не было ни одного понедельника, чтобы она не привезла книжку. Они были тоненькие, детские, я даже помню, что они стоили 5 копеек. Но кому-то для своих детей было жалко и этих 5 копеек. Мама привозила, она видела, как я радуюсь. Я уже не могла дождаться, знала примерно, что она в 3-4 часа должна появиться. Вот сестра ждала, чтобы она привезла плюшки из буфета, а я ждала, когда она привезет книжку. И очень-очень счастлива. Естественно, потом я пряталась в угол и за поем читала. Зинаида Рябинина, пойдя в школу, уже умела читать. Но для маленькой девочки из удмуртской деревни было открытием, что существуют книги и на русском языке. До школы Зинаида говорила и читала исключительно на удмуртском языке. Но это было очень интересно. Я, конечно, очень долго пыталась понять. Ты читаешь и не понимаешь смысла. Но в конце концов, к концу 1 класса, наверное, мы уже все хорошо владели русским языком. Потом началось, наверное, самое сложное, потому что в 4 класс мы уже пошли учиться в Югдон. Это 7 километров. И осилить 10-летним, 11-летним девчонкам эту дорогу, грязь, сугробы, конечно, то еще испытание. Вот это я бы не пожелала никому. И я очень рада, что в настоящее время детей подвозят на автобусах. Если нас где-то что-то не понимали воспитатели или не уделяли должного внимания, у нас в школе были учителя, к которым мы тянулись. Я очень признательна Маргарите Стафьевне Трофимовой. Она собирала нас вечером в кабинете. Ирина Алексеевна Генова, классный руководитель. Вообще я счастливый человек, потому что мне в жизни очень везет с учителями, с наставниками. Зинаида Рябинина вспоминает, что в трудные моменты подросткового возраста ей помогало творчество. Сочинять стихи юная поэтесса начала еще в детстве и до сих пор хранит тетрадь с юношескими стихами. Вот однажды, это случилось летом, мы жили в лагере трудовом, то есть ночевали, там оставались, днем нас куда-то водили работать, а вечером с нами занимались воспитатели. И как раз вот в одну из смен работала воспитателем Маргарита Стафьевна. И она, видимо, хотела нас чем-то занять таким интересным, творческим. И я слышу, как она говорит одной девочке: вот выходит такая детская газета, напиши, пожалуйста, заметку, как мы тут отдыхаем. Про эту газету я, естественно, знала, мы ее в семье выписывали. У нас вообще много газет, журналов мама выписывала. В семье эту газету получали, но я даже не знала, что туда можно писать. И когда я это услышала краем уха, меня это что-то как-то задело. Это меня как-то смотивировало, что ли. Вот. Ну, я втихаря куда-то забилась и написала стихотворение. Каково было мое удивление, что это стихотворение вышло буквально через неделю, через 2. Причем, оказывается, там был конкурс, и я получила 2-е место, и мне прислали фотоаппарат смен 8М. Ну, естественно, это была огромная радость, и с тех пор я уже не останавливалась. Я писала постоянно. В газете, наверное, мои заметки, стихи выходили каждую неделю. А кому-то это очень не нравилось. Был случай даже в школе, когда мне выговаривали, что я уделяю недостаточно внимания другим предметам, точным наукам, так сказать. При этом я отвлекаюсь на такое безделье. Но я никогда не соглашалась с этим, потому что с лет 14 я уже все про себя знала. Я знала, что мне интересно, я знала, что мне пригодится в жизни, что не пригодится. Я, в принципе, уже выбрала свой путь.
Если путь ты выбираешь правильный, я так думаю, счастье уже обеспечено. Я сейчас говорю о профессии. Учась в Югдонской школе, вместе с подругами выпускала стенгазеты, готовила концерты, помогала пожилым людям. С 1986 по 1988 годы удмуртское телевидение проводило среди школ республики конкурс «Юан Вера Тодон Валан». Зинаида была капитаном команды, получившей главный приз – путевку в Москву и Тверь. Любимыми школьными предметами были удмуртский язык и литература, русская литература. Учителя до сих пор хранят сочинения Зинаиды. Семья Зины Рябининой очень интересная. До нее уже учились сестра и брат. Были они очень начитанные, любили уроки литературы, читали много, рассуждали, рассказывали. Чувствовалось, что в доме у них книга на первом месте. А вот когда Зина пришла учиться в нашу школу, она была совсем другой, не похожей на Галю и Данила. Она была бойкая, во всех мероприятиях участвовала. За один перерыв можно было увидеть ее и тут, и там, везде успевала. И я почему-то никогда не думала, что вот Зина пишет стихи. И вот один раз после 7 класса она написала, видимо, отправила свое стихотворение в детскую газету «Дашло». Я получила эту газету, читаю, смотрю, деревня Кейлут-Земля, Рябинина Зина. Прочитала и про себя думаю, ничего себе, такое стихотворение написала. И вот это стихотворение про лето послужило толчком созданию этого кружка. Мы придумали своему кружку название «Жилертыша Шмес», это значит «журчащий ручей». И девиз был такой: «Джоггезбыч ошмесмы метвостон баджимшур». Вот это тоже придумала Зина. Будучи студенткой факультета удмуртской филологии Удмуртского государственного университета, начала работать корреспондентом газеты «Джечбур». Затем была корреспондентом, заведующей отделом информации, заместителем главного редактора, а с 2010 года главным редактором республиканской общественно-политической газеты на удмуртском языке «Удмурт Дуне». О своей работе она говорит: для журналиста главное – интерес к делу, самореализация, общение. Мы можем писать обо всем, что видим, что чувствуем. Мой принцип в работе – делай не то, что тебя просят, а максимум того, на что ты способен. Если ты правильно выберешь себе профессию, вложишь в нее всю душу, то счастье само найдет тебя. Я очень люблю свою работу и доверяю своему коллективу, команде единомышленников. Работаю уже 29-й год, и я ни одного дня не жалела, что я стала журналистом. Потому что журналист, я считаю, это вообще самая-самая интересная профессия в мире. У нас каждый день разный. У нас 1000 встреч вот за эти годы. И там такие перепады. Понимаете, сегодня ты встречаешься с президентом, с главой республики, а завтра с дояркой, либо с пастухом, трактористом. И мне нравится, что даже в нашем коллективе у журналистов отношение ровно одинаковое ко всем. Мы с одинаковой любовью пишем и о руководителях, и о самых простых людях. Потому что человек ведь не просто так рождается, у него есть свое предназначение. Вот кто-то рожает много детей, и я им очень завидую, и я их очень уважаю. А у меня так не случилось, у меня один ребенок. Но я отдаю чем-то другим. Поэтому я считаю, что самое главное – понять себя, понять свое предназначение и переносить пользу не только себе и своей семье, но еще и желательно кому-то еще, тем, кто рядом.
Зинаида Рябинина – заслуженный журналист Удмуртской республики, лауреат Государственной премии Удмуртии в области литературы, лауреат Национальной премии имени Эрика Батуева, лауреат премии конкурса Союза журналистов России «Золотое перо» в номинации «Золотая полка российской журналистики». Вот в 2016 году издали энциклопедический справочник «Удмурт-Дуне 100. Люди, события». И здесь включено 1700 персоналей. Это все люди, которые работали в газете за 100 лет ее истории. Мы жили в архивах 1,5 года. Мало того, здесь не просто журналисты, здесь есть и внештатные авторы, которые сотрудничают с газетой. Наверное, она не для художественного прочтения, это не роман, но это книга для истории. Ни у одной газеты нет такого справочника. И вообще это единственная энциклопедия на удмуртском языке. Я очень горжусь своей работой. Мы делали ее втроем. Я Яковлевна Малых, Владимира Семеновна Уразаева, за что я очень признательна. И этот труд удостоен Государственной премии Удмуртии. В 2019 году газета «Удмурт-Дуне» в конкурсе «5 лучших этнических СМИ России» стала победителем в номинации «Лучшая газета». На базе издания реализуются социально значимые проекты победителей фонда президентских грантов. С 2020 года газеты и журналы на удмуртском языке объединяются в издательский дом национальной прессы. Новое учреждение возглавляет Зинаида Кирилловна Рябинина. «Удмурт-Дуне» в последнее время стала моей как настольной книгой. Газета стала очень интересная. Особенно, как приходит газета, я в первую очередь смотрю последнюю страницу, где напечатаны фотографии читателей газеты. Потом просматриваю обязательно Шекыч. Ищу статьи про наш Селтинский район, потом статьи Ангелины Снегиревой и читаю уже всю газету. И чем стало интересно Удмурт-Дуне то, что последний год Берекет он выходил отдельно в другой день, а сейчас приходит вместе с основной газетой. Однажды я решила сделать подарок на Новый год всем родственникам. Когда они получили газету после Нового года, эта газета им тоже очень понравилась. Они с удовольствием читали ее, звонили мне. «А ты читала этот текст? А ты читала это? А ты читала это?» Все делились мнениями со мной. Вот эта газета не только информационная какая-то, она имеет душу, свою душу. Вот читаешь и как-то как будто разговариваешь с кем-то, советуешься, находишь какие-то решения своих проблем. Я уверена, что и вот теперь у нее другая должность, и на этой работе тоже она себя проявит. Как она говорит, душа у меня женская, характер мужской. Это на самом деле и в стихах чувствуется. Конечно, очень радуешься, когда у твоих учеников что-то получается. И вот у меня тоже 42 года в школе работала, очень много грамот. Самая, считаю, главная, самая высокая награда – это грамота от газеты «Удмурт-Дуне» с подписью Рябининой Зинаиды, потому что это от моей ученицы. Она самая дорогая для меня. Зинаида Рябинина не только талантливый журналист и руководитель, но и самобытная поэтесса. Берни дарасте тупатынын, аж вылгес трозгеслы дишконовал, яке эршус якаришконовал, но скылзичко уго шамы. Мечак верануке золой тырши, монасме карны калык радья, кычевань сычы, котьма тишуэ, ярашко аслымтуш, кудырья. Стихи, рассказы, фельетоны Зинаиды Рябининой публикуются в республиканских газетах и журналах, издаются поэтические сборники. Стихи представлены на удмуртском, русском, эстонском, английском языках. Многие стихотворения Зинаиды Рябининой легко ложатся на музыку.
В 2016 году песня поэтессы в исполнении ансамбля «Забавушка» Силтинского районного дома культуры прозвучала на республиканском конкурсе «Икуноведение» и включена в репертуар государственного ансамбля «Италмас». Și ne smânt se voci matisi, al panteșori știc șulemios, Pârăclele și-în mașchizi. Oi ce scânt valu, să uit băiluosă și-o ce stâdesc, Tuluos, un timp, două drune te voci malo. Oi ce scânt valu, să uit băiluosă și-o ce stâdesc, Tuluos, Творчество Зинаиды Кирилловны отличается. Большинство удмуртских поэтесс склонны к романтизму, а она – реалист. Пишет исполненные драматизма стихи о любви, о человеческих отношениях. Что такое любовь? Каждый из нас задумывается над этим. Зинаида Кирилловна знает ответ на этот вопрос. Вообще, я очень счастливая женщина, даже в плане любви, потому что я испытала в жизни настоящую страсть, такие вот глубокие чувства и тихое семейное счастье, которое есть у меня сейчас. Вообще, любовь же, она должна созидать, а когда идет разрушение, мне кажется, это уже недопустимо. Созидать, вот была любовь, у нас родился ребенок, это созидание, есть сын, я счастлива. А другой любви рождаются стихи, появляется сборник, это тоже созидание. Может быть, случится и третья история. И из этой любви вырастает какой-то дом и какая-то опора уже до конца жизни, я надеюсь. И меня всегда удивляет, когда люди до сих пор ищут ответ на вопрос, что такое любовь. Мне кажется, я знаю ответ. Мне кажется, это умение давать, в том числе до жертвоприношения. Любовь к мужчине, она не сильно отличается от любви к ребенку. Я думаю, что почти все мамы, у которых есть дети, они знают, что такое любовь. Они отдают ребенку все. Они отдадут последний кусок. Они вложат последний рубль в его обучение. Они будут на него всю ночь ждать, когда ребенку плохо. И вот то же самое, наверное, по отношению к мужчинам. Когда ты любишь человека, тебе ничего не жалко. Ты не будешь считать деньги, упрекать, ты будешь для него все делать, ты не будешь себя жалеть по утрам, ты встанешь и приготовишь завтрак и так далее. Но у меня вот такое представление, ну вот дружба, например, да, это то, как вот ты относишься к другому так же, как к себе. А любовь – это ты относишься к другому лучше, чем к себе. Наверное, это неправильно, но это, я считаю, что так. Зинаида Рябинина – счастливая дочь, мама, любимая жена и успешная женщина. Зинаида Кирилловна не задумывается, как все успеть, а просто успевает. Она считает, если человек захочет, он может сделать все. У нас предостаточно времени для полезных дел, чтобы развиваться, открывать мир и никогда не останавливаться.